Сене буринжен малдан килзеларды. Ebe tersimardara kılınanı, perlere başlanat dese, kilde kilini alanda bunca. Münşin desen, kinegine Allah tıtsayı perzeket kilenze bulasalardım. Şamba hali, şak kinege birgebe, kamışı kuşa kalama, buldaradık, manki vejim bu. Bitsa kurman bulsan, bulamam bulsan, şukur şuralmaz ki. Mana, şak soğuzen, kima, bide kalmalandar, hamda işkes kilse gari. Ebe terle, халық чекизенден вырыс чекиде узу бурса нумай кинеге кужармада кужарас комолда бур хали татада иштес килсе гарем удар ханы кылып билен хамангал куштаны ойромак манжы падилеринже шүрү латукарзем ударга да кандай узнается по его символу. Каков символ, таков и сам народ. Некоторые народы выбирают своим символом меч, а иные – поэзию или одного из своих поэтов. У нашего татарского народа таким поэтическим символом стал Габдулла Тукай, со дня рождения которого в 2006 году исполняется 120 лет. Габдулла Тукай – один из основателей не только современной реалистической татарской литературы, но и демократической публицистики, татарской журналистики и литературной критики. Бесценная его роль и в формировании современного татарского литературного языка, особенно современного поэтического языка. Тукай близок своему народу и личной судьбой, сложившейся весьма трагично. Габдулла Тукаев родился 26 апреля 1886 года в деревне Ушловыч Казанской губернии в семье муллы Мухаммед Галифа. Через 4 месяца с рождения он уже лишился своего отца. В 3-летнем возрасте и вовсе остался круглым сиротой. Умерла его мать Мамдуда. С тех пор судьба подкидывала маленького Пуша на воспитание в разные дома в Казани и в селах Училия, Сосна и Кырлай. Так начиналось безотрадное детство будущего поэта. В 1894 году Габдуллу увозят в семью тети по отцу Газиза, которая в то время жила в городе Яик, современный Уральск. Здесь его отдали в известный в то время медресе Мотакия. За годы учебы в медресе мальчик, кроме обязательных арабских, персидских и турецких языков, по собственному желанию изучил и русский язык. Здесь же он основательно познакомился с древневосточной поэзией, русской и всемирной классикой. И тут же в медресе Габдулла сделал первые самостоятельные шаги в поэзии. Ему казалось, что стихи создают особые божественные люди. И был страшно удивлен, когда товарищи по учебе и преподаватели высоко оценили его шутливое творчество. С 1904 года начал публиковаться в журнале «Алгасрел Джатид» и газете «Фикер». Вскоре его имя прославилось далеко от Уральска. Его же настойчиво стали приглашать к себе на работу издатели Оренбурга и Казани. Они считали его достаточно взрослым человеком, хотя Тукаю в то время было всего 17 лет. В 1907 году, воодушевленный большими творческими идеями, Габдулла Тукай возвращается в Казань, в центр татарской культуры. О Казани молодой поэт мечтал уже давно. Не случайный герой стихотворения Пар-А так неповторимо ярко описывает свое возвращение в Казань. В Казани Тукай быстро входит в круг видных деятелей татарской культуры. Он сближается с писателем Фатихом Амирханом, драматургом Вересканом Камалом, революционером Хусаином Ямашевым и другими общественными деятелями, журналистами, литераторами. Он со всеми находит общий язык и тут же вместе с передовой молодежью включается в издание сатирических журналов «Ешем», «Молния» и «Ялт-Йолт» «Сверкание». Казанский период жизни Габдуллы Тукая благодатно насыщен литературной и общественной деятельностью. Здесь рождались и воплощались в жизнь его основные творческие замыслы.
Именно в Казани его литературное творчество достигает наивысших высот, раскрывается высокий поэтический талант. Поэзия Габдуллы Тукая многогранна и обширна. Он не только гениальный певец родной земли и природы, он тонкий лирик, прославляющий романтическую любовь, хотя его самого судьба обделила ею. Он и безжалостный сатирик, остро и смело высмеивающий ложь, величие, невежество и фанатизм в любом обличии. Он и критический деятель, пламенный журналист, вскрывающий все темные стороны общественной жизни. Габдулла Тукай, как талантливый поэт, большую часть своего творчества посвятил детям. В таких произведениях, как «Шурале», «Пап-Ап», он прививал им национальные чувства, любовь к своему народу. Не случайно его поэма «Шурале» переведена на десятки языков мира. Его герои нашли воплощение в оперном и балетном искусстве, в скульптуре и живописи. Творчество Габдуллы Тукая тесно связано с судьбой и жизнью своего народа. Беды и страдания татарского народа – его личные беды и страдания. Счастье и радость народа – его личное счастье и радость. Он пристально изучает фольклор, творчество своего народа, поэтому его личное творчество так близко и понятно татарскому народу. Но судьба дала ему короткую жизнь. Неповторимая песня поэта неожиданно оборвалась на взлете. Ему не было еще и 27 лет. Сердце Тукая перестало биться 2 апреля по старому стилю 1913 года в Казанской больнице доктора Крячкина. Творчество Габдуллы Тукая в полном смысле слова является гордостью татарского народа. Его имя неотделимо от нашей литературы, татарского искусства. Оно навечно вписано в наше прошлое, настоящее и будущее. Потому что его творчество насквозь пронизано демократическими идеалами, светлой мечтой о свободе и счастье своего народа. Поэзию Габдуллы Тукая уже при его жизни признали глубоко народной. Его цитировали и стар, и млад. И сегодня многие его стихи знаем наизусть и верим, что так будет всегда. В истории литературы многие имена с годами обесцениваются. Но поэзия Тукая перед нами продолжает раскрываться все новыми и новыми гранями. В этом и есть величие народного поэта. Как писал поэт Сегат Хаким, Тукай органически вписался в наше настоящее. Он вместе с нами поднимается выше и выше, со ступеньки на ступеньку, но становится все ярче и выше среди великих наших достижений. Пока жив высокий дух Тукая, пока жива и звучит муза Тукая, пока находит отзыв в наших сердцах слово Тукая, все помыслы и надежды нашего народа найдут великую опору в своем великом пути, ведущем в далекое светлое будущее. Извините, это студенты педагогического университета. Где остальные? Юрай. Кстати, уже адресе. Чуть-чуть сюда можно? Он маленький, вот там даже. Ну вот это студенты музыкально-педагогического факультета фольклорного отделения. Они не знают, куда идти. Понимаете? Вот. Кундарахтука Кабрика. А Кундарахага. Записанная первая песня в Батуревском районе, Субботы, гостевая. А вторая песня в Татарской Республике, Буинский район, село Рунга. Вторая песня. А вторая песня, она вообще очень для меня очень интересная. Там и вот такие мелодические линии, и татарские,
и чувашские. Я сама-то низовая, батеревская, комсомольская, поэтому обе песни, они для меня очень родные. Пожалуйста, послушайте.